Доброе утро, уважаемые телезрители. Эту фразу я произношу сегодня во второй раз в нашей программе. Можно быть заложницей только одной роли, и эта роль будет вести тебя по жизни очень многие годы. Так случилось с турецкой актрисой Айдан Шенер, которая снялась в культовом турецком сериале «Королек, птичка певчая» по роману классика литературы Гюнтекина и сыграла бедную девушку Фариде. Уже третье поколение смотрит этот душераздирающий сериал, в котором все заканчивается хэппи-эндом. Несмотря на то, что Айдан Шенер снялась более чем в 50 фильмах и сериалах, более того, сейчас вышел ремейк фильма «Королек, птичка певчая», она в нем не принимает участие, и тем не менее эта роль сделала ее чрезвычайно популярной во всем мире. Сегодня гостья мусульманского кинофестиваля, турецкая кинозвезда и телеведущая Айдан Шенер в гостях нашей программы. Ваша мама крымская татарка, но корни, говорят, по отцовской линии ведут в наш город, в Казань. Это так или нет? Есть ли у вас желание или вы работаете сейчас над своим генеалогическим древом? Родословно тянется с начала 20 века, это начало 900-х годов. К сожалению, конечно, их уже нет рядом с нами, поэтому спросить и расспросить подробно, конечно, не у кого. Со стороны матери и отца есть как татарские корни, так и крымско-татарские корни. Поскольку мое отношение основывается не на том, откуда человек родом, а на том, что он из себя представляет. Когда я снималась в «Корольке», мне было 23 года. Моей дочке сейчас тоже 23, и она очень похожа на мою героиню. Такая же принципиальная идеалистка, как и Фариде. Каждый день после университета она бежит митинговать на площадь Таксим. Чем отличается элитный турецкий кинематограф от глянцевого? Кинематограф очень продвинулся вперед, есть очень талантливые молодые режиссеры. Конечно, фильм прежде всего снимается для того, чтобы его посмотрели зрители. Кассовые сборы – это очень важная тема. Не думаю, что есть такие режиссеры, продюсеры, которые снимают фильм в смысле, что ну и пусть его никто не посмотрит, ну и пусть никто о нем не узнает. Потому что фильм снимается для всех. Не хочешь рассказать мне, как провела эти годы? У меня с собой фотография мужа. Bazı filmlerde hani daha festivallere gidebilen Есть фильмы, filmler которые oluyor. участвуют в фестивалях. Filmler oluyor. Особенно, конечно, продвинулись вперед и особенно большие сборы собирают фильмы комедийные, прежде всего. «Королек, птичку певчую» смотрит уже третье поколение российских зрителей. А как это дело обстоит в Турции? İnan bu aynı şekilde Türkiye'de de böyle. Сказать по правде, та же самая ситуация и в Турции. Unutulmayan ve işte başka türlü büyüsü olan bir iş oldu bu. Это получилась работа, которую невозможно забыть и действительно на уровень которой не выходит ни один другой фильм. Üstüne çok filmler yapmış olmama rağmen dizi film olsun, Несмотря на то, что я filmleri снималась в очень многих фильмах, как в телевизионных проектах, да, так и yaptığım halde сериальных hala проектах. insanlar hani o çalı kuşu До сих olarak пор beni люди tanıyor. вспоминают именно фильм «Королек, птичка певчая». То есть до сих пор эту роль для меня Çok doğru. вспоминают. Hani neredeyse 3. kuşağa Вы geldi. действительно правы, уже третье поколение смотрит этот Şimdi сериал. Türkiye'de yeni çalı kuşu Вы çekiliyor. знаете, Biliyor что musunuz? снимается вторая версия сериала «Королек, птичка Evet. певчая». Еще один вариант O этого da bu ay фильма. yayınlanacak. В этом месяце выходит в показ этот сериал в Турции. Bakalım. Посмотрим. Я думаю, что ничто не переплюнет оригинал. Bana göre tabii ki Çalkuş'un daha iyisi olmaz. Вот эту картину нарисовал один из моих русских поклонников. Он сам ее принес, и она мне очень нравится. Как и каждой актрисе, мне, конечно, хотелось бы сыграть Анну Каренину. Если бы кто-то из российских режиссеров увидел меня в этой роли, я бы с радостью согласилась. Мне вообще кажется, что наши культуры очень похожи. А если вспомнить мои корни, то я уже наполовину ваша. Так что зовите. Итак, это была встреча с турецкой кинозвездой Айдан Шенер. Наша программа продолжается.